По статистике, около 10-20 пар, которые знакомятся в штабе татар, затем женятся. Но актуальна ли эта тема, то, что именно муж или жена должна быть татаркой у татар? На самом деле есть очень много разных людей и разные мнения. Но, как я считаю, что желательно, чтобы твоя вторая половинка была, своей национальности. Почему я так считаю? На самом деле есть очень много разных причин и очень много плюсов и минусов думать так. Но, как я считаю, в первую очередь, когда человек своей национальности, как-то проще. Во-первых, это одна религия чаще всего, а во-вторых, все-таки культура. Культура очень много что решает. Культура еды, культура праздников, культура поведения. Это все очень влияет на вашу связь. И когда связь очень крепкая, то считается, что и любовь очень крепкая. Но есть и минусы, да. Нельзя говорить, что, например, русский человек, он плохой, или человек другой национальности. Ведь некоторые говорят, что лучше найти того человека, который будет другой национальности, чем человек своей национальности, который будет топтать об тебя ноги. То есть, можно дискутировать очень-очень много. Но если уж выйти на такую среднюю часть, то можно сказать, что главное, чтобы был человек хороший. Но все-таки почему же я топлю за то, чтобы человек был своей национальности? На самом деле, как мне кажется, что когда человек понимает тебя, твои праздники, опять-таки твою еду, как я повторюсь, то тебе легче. Вот приготовишь ты, например, треугольники или шпишмак, да? И когда человек уже примерно знает, что он там должен почувствовать, пробовал в детстве и много кушал, то он будет относиться к тебе по-другому. То есть, когда ты, например, я, жена татарка, то татарин примерно знает, чего нужно ждать от меня и что я должна ему взамен. А когда человек, например, ни разу не пробовал и вообще не знаком с татарской едой или с татарскими праздниками, например, возьмем сабантуй тот же самый, то человек будет себя ощущать неудобно. И мне будет неудобно перед своими, например, родителями, родственниками, что он немножко не в нашей теме, а ему будет самому неудобно или неприятно за то, что он не понимает нас. И потом может возникнуть из-за этого конфликты. Конфликты также могут возникнуть на основе религии, потому что очень много бывает так, когда люди разной национальности, возникают религиозные вопросы при рождении детей. И также религиозные вопросы при бракосочетании. То есть делать никак, не делать. Или опять-таки здесь связываться с русскими, то делать ли венчание или нету. Поэтому здесь уже могут возникнуть такие недопонимания. Любовь любовью, но опять-таки уже каждый сам решает, делать ему никак или нет. Например, я бы хотела. И поэтому было бы хорошо, если бы был человек в моей религии. А потом, если смотреть в рождение детей, то все равно каждый человек хочет, чтобы ребенок был своей религии. А как говорят люди, сама не знаю, если рождается ребенок, то ему обязательно нужно давать религию, но если он верующий. Потом начинаются, споры с одной стороны, с другой стороны, то, что ребенок будет религии со стороны, берет религию со стороны матери, а кто-то говорит, что религию со стороны отца. И это будет не очень приятно самому ребенку и родителям. Детей. А если брать бабушек, дедушек, то потом могут возникнуть спорные моменты, что будет тоже не очень хорошо. А если брать уже и праздники в целом, и в целом обычаи, то этому можно научить человека, но будет ли он располагаться своей душой, это уже другое. То есть человек должен быть изначально расположен к праздникам, к, опять-таки, культу еды, чтобы полюбить так сильно свою национальность, чтобы потом уже показывать всем остальным. А если человек в этом не очень понимает, то опять-таки будет неудобно. Да, можно жить с этим человеком, можно везде находить определенные компромиссы, и можно найти определенную точку 50 на 50. Ты не трогаешь мою религию, я твою, я не трогаю твою национальность, ты мою. Так. И жить в равенстве и в любви. Но опять-таки, будет ли приятно человеку, например, мне же самой с другим человеком, это уже другой вопрос. Как я люблю говорить, мы живем в 21 веке, и сейчас мнение о том, что у мусульман в семье принято, что мужчина глава, а жена почти просто домохозяйка, это мнение немножко сейчас, в 21 веке, оно развеяно. Почему? Потому что в семье сейчас больше принимают такое положение, как в Европе. То есть муж, жена почти на одинаковом. Только может муж чуть выше, потому что все-таки мы знаем, и принято, что мужчина самый главный в семье. Но опять-таки, все зависит от того, как воспитали. От воспитания очень много зависит и от устоев своей семьи. Мы всегда смотрим, например, своих родителей, как живут родители, так чаще всего и строим свою жизнь мы. Поэтому
Вот если сравнивать так, то я думаю, что сейчас это мнение не очень распространено. Да, возможно, у мужчины будут определенные требования, как, ну, вот у мусульман, да, не пить, не курить, но опять-таки, каждый выбирает сам, и у каждого своя жизнь, как я люблю говорить, и каждому просто вот, как бы, он может сам выбрать, как ему построить жизнь, и именно от того, как ты сам себя преподнесешь, будет зависеть от того, какая будет личная жизнь. Вот опять-таки, некоторые говорят, что вот до свадьбы жить нельзя, но опять-таки, я думаю, что это такое 50 на 50 мнение, потому что очень часто бывает так, что если люди не поживут вместе, совместно, то потом начинаются ссоры после того, как они поженятся, просто потому что люди не могут найти определенных компромиссов в совместной жизни. То есть, живя, например, в одном доме, они не могут найти то, к чему могло бы привести как бы нормальная, хорошая личная жизнь. То есть начинаются ссоры, недопонимания, а когда люди не живут вместе, они вот просто встретились, да, погуляли, пообщались и разбежались. А вот когда уже начинается совместная личная жизнь, то люди уже узнают друг друга по-другому. И поэтому часто говорят, что вот мусульманам как бы нельзя вместе жить до свадьбы. Но опять-таки, я говорю, каждый сам выбирает, и каждый решает сам. У каждого свое решение и свои требования, поэтому мне кажется, что просто каждый будет отталкиваться. Опять-таки, есть разные татары, есть разные люди, можно быть татарином хорошим человеком, ну, я не говорю, что есть плохие татары, но есть немножко испорченные, и поэтому просто каждый человек ставит для себя определенные границы, и вот эти границы он либо перешагнет, либо не перешагнет. И именно по этим границам, отталкиваясь, можно будет уже сделать определенные выводы, как жить в личной жизни, как себя поставить в личной жизни, но все равно нужно не забывать, что мужчина все-таки остается всегда главным в семье, он как бы главный кормилец. Но опять-таки никто не знает, как тебе повезет в любви, повезет, не повезет. Опять-таки стоит надеяться только на хорошую судьбу, и хочется сказать, чтобы каждый из вас выбирал именно любовь по сердцу, а не по разуму, потому что надо, ну вот пожелать, наверное, каждому, чтобы каждый смог найти того человека, с кем ему будет не страшно, и того человека, с кем он сможет прожить без конфликтов, без каких-то ссор именно эту жизнь. Ну а если говорить по Москве, то в Москве довольно мало татар, например, если сравнивать с моим родным городом, я родилась в Казани, то вот может быть немножко тяжеловато, но опять-таки именно для этого есть штаб татар, есть специальные культурные татарские праздники, которые проходят в Москве. И вообще, если смотреть статистику, то в Москве, ну, после русских идут именно татары, а потом уже украинцы. Поэтому не стоит никогда опускать руки, если вы не можете найти свою вторую половинку, а стоит надеяться, ждать, искать. И каждому, я думаю, в этом мире обязательно должно повезти и найти того самого человека, с кем вот не страшно будет никогда. Поэтому никогда не опускайте руки и ищите того человека, с кем вот будет очень-очень хорошо. И всегда надейтесь на самое лучшее и верьте в то, что с вами все будет хорошо.